Здравствуйте! Сегодня в продолжении нашего онлайн-проекта «История одного экспоната» речь пойдет о поддужном колокольчике. Колокольчик – это древний ударный, самозвучащий, музыкальный или сигнальный инструмент в форме полого усеченного конуса с подвешенным внутри металлическим стержнем. История колоколов уходит в глубокую древность и насчитывает более 4000 лет. Самые ранние из найденных колоколов 23-17 века до нашей эры имели небольшие размеры 4-6 см и были изготовлены в Китае. И неудивительно, ведь именно в Китае появилось первое бронзовое литье. И уже из Поднебесной колокола, вероятно по Великому Шелковому пути, перешли в Европу. Впервые лить колокола на Руси начали лишь в XIII веке. До этого их привозили из Германии. Технология колокольного литья совершенствовалась веками. Для отливки использовалась только так называемая колокольная бронза, сплав из меди и олова в пропорции 80% меди и 20% олова. Младшие собратья колокола – это колокольчики, которые подразделялись на ямские, коридорные, настольные для вызова прислуги, свадебные, рыбацкие, а также бубенцы-бубенчики, коровьи ботала, кутасы, ропотни и гремки. В России, где от одного селения до другого приходилось преодолевать огромные расстояния, появились поддужные или ямщицкие почтовые колокольчики. Поддужные колокольчики отливались из того же бронзового сплава, что и большие колокола, имели ту же форму и были невелики по размерам. Высота и диаметр в пределах от 4 до 16 см. Голос у них был высокий, тонкий. Колокольчик туго привязывался к средней части дуги с помощью сыромятного ремня над головой коренника. Во время езды сам колокольчик был неподвижен, раскачивался только язычок, ударник, который бил по внутренней стороне стенки колокольчика. При въезде в город язык колокольчика подвязывали к дуге, чтобы не производить излишнего шума. С этой целью язык колокольчика имел на конце отверстие для ремешка или был изготовлен в виде кольца. Мастерство в литье колоколов и колокольчиков достигло вершины в XIX веке. Долгое время это был кустарный промысел, мастера-самоучки проживали вдоль почтовых трактов. В конце столетия в России, наряду с небольшими мастерскими, действовали солидные литейные заводы. Сложились центры литья – Валдай, Касимов, Слободской, Тюмень, Вологда, Павлово. Основной центр промысла почтовых колокольчиков обосновался в селе Пурихи Нижегородской губернии, находившемся неподалеку от места проведения знаменитой ежегодной Нижегородской ярмарки. В Пурихе известны целые династии литейщиков. В этих краях насчитывалось 13 колокольных деревень и 60 мастеров. Самые знаменитые – это Клюйков, Веденеев, братья Трошины. Соответственно, и колокольчиков было превеликое разнообразие. На Нижегородской ярмарке, к примеру, в конце XIX века большим спросом пользовались дар Валдая, сибирские, граненые, гладкие, гречушные, более 70 видов по прескуранту, да каждый сорт еще различных размеров. Любой желающий мог сообразно со своим желанием выбрать и купить его по сходной цене любого размера, формы и звучания. А те, что побогаче и с особыми запросами, могли заказать такой, какой хотели, даже с оригинальной надписью, своим именем, пожеланием одариваемому, шуткой, поговоркой. Продававшиеся на ярмарке пурихские колокольчики расходились потом во все концы России. Поддужные колокольчики были не такими уж маленькими. Пурихские колокольчики почти всегда отливались с нумерацией, они различались по номерам. Наиболее крупные носили нулевые номера. Чем больше номер, тем меньше размер. Самые крупные поддужные колокольчики имели номер 4/0, самые мелкие – 8. Номера, присвоенные колокольчикам, облегчали их подбор в созвучие. В фондах нашего музея хранится небольшая коллекция поддужных колокольчиков, насчитывающая 13 единиц хранения. А один из них сегодня я хочу представить вашему вниманию. Это колокольчик 1800
1975 года, отлитый из бронзы на заводе Федора Алексеевича Веденеева, село Пурих Нижегородской губернии. Колокольчик имеет на тулове 3 медальона с плохо различимым рельефным изображением Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем дракона. Между двумя медальонами идет рельефная надпись «Номер 1». Тулово колокольчика расширено к низу. При расширении идут 3 рельефных пояска. По нижнему краю колокольчика на юбке идет круговая полоса рельефной надписи крупными буквами славянской вязи «Село Пуриха завода Федора Алексеевича Веденеева 1875 года». Надпись сверху обрамлена в круговую полосой штрихов, внизу также в круговую полосой точек. На верхней крышке колокола расположено ушко, выступ со сквозным отверстием для подвески колокольчика. На внутренней поверхности крышки колокола находится петля, скоба. На ней подвешен язык, изготовленный из толстой железной проволоки в виде стержня с укрепленным кольцом внизу. На внутренней поверхности верха колокольчика имеются рельефные надписи «Номер 1» и буквы МФВ, что означает «Мастер Федор Веденеев». Данный поддужный колокольчик принадлежал Нигметову Кайдару Нигметовичу, 1935 года рождения, проживавшего в ауле Ельтай Зерендинского района. Колокольчик перешел к нему по наследству, который им был передан внучке Айтмановой Айгерим Тлеубаевне, ныне проживающей в селе Красный Яр. Совершенство форм, чудесный радостный звон изделий прежних мастеров восхищали и будут восхищать многих и стимулировать нас на творческий поиск и открытие в истории. А на сегодня у меня все. До новых встреч!